Выражение «электрический ток» всем давно и хорошо известно. Электрический ток заставляет зажигаться лампочки и работать электродвигатели, нагревает воду в электрическом чайнике или совершает другую какую-то работу. Говорят, что в этих случаях потребляется электрическая энергия. Электрическим током называется упорядоченное движение заряженных частиц. Как же можно создать такие условия, при которых все заряженные частицы начали бы двигаться в одном направлении? Достаточно, например, заряженный электроскоп соединить проводником с незаряженным, и заряды будут перетекать с заряженного тела на незаряженное, то есть начнется упорядоченное движение заряженных частиц. Но как только заряды на шарах станут равными, ток прекратится. В общем же случае, чтобы получить электрический ток в проводнике, надо создать в нем электрическое поле. Электрическим током называется упорядоченное движение заряженных частиц. Иначе говоря, не всякое движение заряженных частиц есть электрический ток. Например, в металлах в нормальных условиях свободные электроны движутся хаотически, то есть во всех направлениях. Для того, чтобы в этом кусочке металла возник ток, электроны должны начать движение в одном определенном направлении. Присоединим к полюсам источника тока тонкую проволоку, лучше железную или никелиновую. Замкнув ключ, мы наблюдаем, как эта проволочка сначала немного провиснет, она нагрелась и удлинилась, затем начнет накаливаться и краснеть. Тепловое действие электрического тока лежит в основе работы самых разных бытовых нагревательных приборов. Это и электрический утюг, и электрический чайник или кофеварка, и электроплитка или электрокамин, и многое другое. В сосуд с дистиллированной водой опустим два угольных электрода и подсоединим их к цепи, состоящей из источника тока, лампочки и ключа. При замкнутом ключе лампочка гореть не будет. Добавим в воду поваренную соль и размешаем раствор. При замкнутом ключе лампочка будет гореть. Заменим раствор поваренной соли раствором медного купороса и пропустим ток через этот раствор. Через несколько минут на одном электроде появится слой чистой меди.